Номерной фонд курорта Арымхи в Ингушетии к 2028 году будет увеличен в 4,5 раза. На данный момент работают 134 номера, сообщил гендиректор курортов Ингушетии Магомед Евлоев. Руководитель компании добавил, что в 2019 году турпоток Арымхи составлял 6 тысяч человек, сейчас 21,5 тысячи. На это повлияла совокупность факторов: общий мировой тренд на туризм и рост внутреннего туризма, отметил Евлоев. По словам гендиректора курорта в Арымхи, номерного фонда не хватает из-за повышенного спроса со стороны туристов. Руководитель считает прирост номерного фонда слабым. За 6 лет он увеличился с 84 до 134 номеров. Планируется значительное увеличение к 2028 году. Завершился первый республиканский чемпионат по спортивному программированию. За звание лучшего в интеллектуальной битве сошлись 70 киберспортсменов. Чемпионом турнира стал Арчаков Хасан, серебро и бронза у Погорова Адама и Газдиева Ибрагима соответственно. Напомню, турнир был организован Федерацией спортивного программирования Ингушетии. С 17 апреля заработает закон, согласно которому проводить косметический ремонт памятников, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, можно будет без историко-культурной экспертизы. Сейчас для проведения ремонта любой сложности следует подготовить научно-проектную документацию, провести историко-культурную экспертизу, привлекать к работе подрядчиков, имеющих специальную лицензию. Эти согласования значительно увеличивают стоимость ремонта памятников. Теперь они не понадобятся. Министерство культуры должно установить перечень и порядок таких ремонтных работ. Стартовал конкурс на лучший дизайн-проект благоустройства части территории Абигу. Территорию благоустроят по нацпроекту «Туризм и развитие индустрии гостеприимства» в 2024 году. Эскизный дизайн-проект уже разработан и утвержден, однако стоит вопрос о благоустройстве непосредственно самого кургана. С инициативой объявить конкурс на его благоустройство выступил глава Назрани Урусхан Евлоев. Конкурс является открытым и проходит в 2 этапа. Абигу – это исторический курган. Именно здесь в июне 1992 года было объявлено о принятии закона о создании Ингушской республики. В апреле россиян ждет 6-дневная рабочая неделя. Россияне будут работать 6 дней на 17-й неделе года с 22 по 27 апреля, о чем ранее сообщал Роструд. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем из-за переноса выходного с этого дня на понедельник, 29 апреля. Это нужно, чтобы сделать непрерывные выходные на праздник весны с 28 апреля по 1 мая. С 1 апреля в России начинают действовать сразу несколько важных нововведений. Так, на 7,5% повысится размер социальных пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца. Всего повышение коснется более 4 миллионов человек. На это в бюджете заложено почти 37,5 миллиардов рублей. С 1 числа месяца во всех российских регионах также должны увеличить окладную часть зарплаты врачей и медсестер, сохранив дополнительные выплаты. Окончательный размер прибавки определят местные власти. Сразу несколько изменений коснутся и сдачи экзамена на права. Требования к будущим водителям ужесточат. Начнут действовать и поправки в положение о лицензировании автошкол, а также новые правила краткосрочного найма. С 3 апреля сдать квартиру на несколько суток можно будет только при соблюдении прав и законных интересов соседей. Также нельзя будет сдавать жилье без счетчиков. Ужесточается и контроль за оборотом табака. А сведения полиса ОСАГО и прочие данные, включенные в автоматизированную информационную систему страхования, с 1 апреля можно будет получить через госуслуги. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. В России он традиционно начинается с 1 апреля и продлится до 15 июля. Это будет первая кампания, которая пройдет с учетом нового закона о повышении призывного возраста. Теперь, согласно законодательной базе, в России срочную службу должны проходить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Изменения не коснутся граждан, которым исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года и имеющих отсрочки или освобождения от воинской службы категории «Б». А вот сроки воинской службы в этом году остались прежними. Молодые люди, которых заберут в армию весной, будут служить, как и раньше, 1 год. Всего в России в рамках весенней кампании призовут 150 тысяч новобранцев. Из Ингушетии пополнить ряды вооруженных сил должны около 230 человек.
В школах стартовал прием заявлений на поступление в первые классы. Он будет проходить в 2 этапа и с использованием цифровых сервисов, чтобы избежать очередей. Первый с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, которые живут в том же районе, где находится школа, а также для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления. Второй этап начнется с 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Подать заявление на зачисление можно несколькими способами. Прийти лично, отправить по почте, через информационную систему школы или региональные информационные системы, а также с помощью портала госуслуг.